эфире программа «Светло души». З вами Людмила Митакович. У чэрвені 2026 года адышоў у вечнасць ганаровы настаятель прыхода храма святых апосталаў Пятра і Паўла ў Ратамцы пратэерэй Александр Михейчык. Будучы пастыр, нарадзіўся ў 1938 годзе на Меншчыне, скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. У 1992 годзе у Свята-Духавым кафедральным саборы Мінска быў пасвячоны уладыкай Філарэтам у сан дыякана, а потым прэсвітара. У 1997 стаў настаятелем храма апосталаў Пятра і Паўла ў Ратамцы і праслужыў там амаль чвэрць стагоддзя. Перадача, якая сёння гучыць у эфіры памяці святара, была падрыхтавана ў жніўні 2019 года. На шляху ад Мінска да Маладзечна ёсць маленькі прыпынак Ратамка. Электрычкі тут спыняюцца на некалькі хвілін, а хуткія цягнікі праносяцца так, што ледзьве заўважыш на другім баку чыгункі царкву. Але затрымаўшы вока хоць на імгненне на прыгажуні, што стаіць на высокім пагорку сярод купаў старых дрэў, міжволі адчуеш на сэрцы цеплыню. Храм паклікаў і знік, а дабрадатны след у душы застаўся. Той, хто зойдзе пад яго святы пакроў, абавязкова вернецца сюды. Так адбылося ў жыцці мінчанкі Галины Гаўрылаўны Рыдзеўскай. Нас было 5 человек, ищущих Бога. Это было время Великого Поста. Ехали мы пособороваться. Посоветовали знакомые верующие люди из Минска. Народу поменьше там, чем в городских храмах. Да и батюшка там отличный. А как пообщаетесь с ним, захотите стать его духовными чадами, заверяли они. Заходим с мороза. Храм внутри еще не достроен, но, однако, тепло. Стоит посреди большая самодельная буржуйка. Запах дерева. Ажурная резьба — это работа местного мастера Леонида. Обрамляет иконы, царские врата, алтарь. И народ там не какой-то случайный, который относится очень бережно друг к другу. И от всего этого мы почувствовали, что как бы оказались в сказочной атмосфере, далекой от земной суеты. Батюшка, узнав о цели нашего приезда, сказал: «Сегодня у нас литургия, а для соборования я покину номер телефона, и мы договоримся». Ну что ж, ответ как ответ, но как все было сказано, вежливо, учтиво. Заладилась служба, как полноводная река. Она несла нас к славной и притягательной минуты причащения. Чтобы соединиться с Господом, уехали мы тогда с хорошим светлым чувством, с легкой душой. Радуйся, судья праведный, и мы судите с прочими апостолы, обвина десятиполенным Израилевума. Радуйся, яко очисай ушеса Твоя блаженного Христа Спаса нашего, Его же лицезрите пророцы пламени, желаху по плоти сущей на земле видиша и слышаша. Радуйся, Петре и Павле, имущие ноги благовествования краснейшие, и сердца священные выбор, Евангелию послужисте, евангельски пожисте. Радуйтесь, святи верховные апостолы Петре и Павле. З Галінай Гаўрылаўнай Рыдзеўскай мы скіраваліся ў Ратамскі храм у дзень яго святых ахоўнікаў Пятра і Паўла. Пасля службы чытаўся акафіст апосталам Христовым, маладым святаром Тимофеем Чарапеннікавым і настаятелем храма, яго будаўніком, пратэерэем Александром Михейчыкам, аднім са старэйшых клірыкаў Мінскай мітраполіі. Пасля гутарылі з прыхажанамі храма, найперш з алтарнікам Олегом Владимировичем Кузьмицким. Многие прихожане отмечают такую действенную Божью помощь в этом храме по благословению отца Александра. Я знаю многих
людей, которые нижайше благодарны отцу Александру при обращении в своих нуждах к нему, чтобы он помолился за них. И они чувствовали чудную помощь Божию по молитвам отца Александра. Я вот сегодня слышала записки много болящих, причем читается несколько раз одни и те же имена. Иногда люди, знаете, вот жалуются в храмах больших столичных, что они не слышат своих имен. А здесь все полностью прочитывается. Да, да. И по нескольку раз. Это вообще такая чудная особенность таких небольших местных храмов, деревенских. Ну да, записки бывают, подают в один день, в следующий день, все поминаются. Говорили, что здесь уже все друг друга знают. Вот если какая-то помощь человеку нужна вне храма, просто вот в трудной ситуации или в хорошей, порадоваться, вот как эта община живет, вот как она помогает друг другу. Больше, наверное, в межличностных отношениях. Личные такие, да, связи. Как бы братья и сестры одной общины. Я тоже свидетель того, что есть такая помощь друг другу. Не только молитвенная, но и такая человеческая, да? Вообще, кто вы по профессии? По образованию экономист, а так предприниматель, руководитель предприятия большого. А как вы в храм пришли? Крестился в 26 лет. В середине 90-х обратился к Богу. Каждый к Богу приходит по-своему. Как святые говорят, что многие через болезни и скорби, очень мало людей в радости приходят к Богу. Но те, кто приходит в болезни и скорби, они чувствуют Божью помощь и находят в этом утешение. Кроме Бога, часто некому утешить человека. А вот в этот храм как вы пришли? Родился в Ратомке, но после института я жил в городе, работал. Потом опять переехал в Ратомку. Узнал, что здесь есть храм, стал прихожанином этого храма. Ну вот если вы ратомский, то я читала в статье об этом храме, что он построен на месте имения князей ратомских. Вообще о таких князьях здесь что-то слышали? Да, слышали. Какие времена они приблизительно жили? Пожалуй, очень давно. У меня есть дома карта, имеет возраст 150 лет, и на той карте нету каких-то серьезных здесь построек. Здесь 3 маленьких фольварка в районе вокзала, старой Ратомки деревни и ближе к Минскому морю. Здесь была дача одного генерала в конце прошлого века. Мой прадед был у него управляющим. Сторожил Ратомки, так сказать. Сейчас престижный район, пригород, много домов строится новых. Ратомка по переписи это давний 1006. Сейчас, я думаю, реально 1010, наверное, есть. На пагорку, дзе знаходзіцца Свята-Петропаўлаўская царква, некалі быў дзіцячы дом. Калі храм будавалі ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя, некаторыя выхаванцы яшчэ прыязджалі на сустрэчы. Ад брамы ўзнімаешся па каменных прыступках да святыні і адчуваеш малітоўнасць месца. Звонку на сценах царквы мазаічныя іконы Маці Божай, многія ушанаваныя як мясцовыя, беларускія. Унутры цеплыня і хатні пах дрэва. Храм уражвае казачнай разьбой алтарнага ўпрыгажэння і акладаў ікон. Ён сапраўды як дзіўны церам, у якім на цябе пазіраюць столькі святых лікаў. Кожны храм у нейкай ступені адлюстроўвае асобу яго настаяцеля. Тым больш айцец Александр Міхейчык стаў архітэктарам і дызайнерам тутэйшай святыні. Перад тым ён збудаваў царкву непадалёку, у гарадцы, і ўладыка Філарэт благаславіў яго ладзіць праваслаўнае жыццё ў Ратамцы. Из религийных установ тут было 3 баптистских молитвенных дома. Католики, староверы, особенно после Чернобыля, шмат переехав сюда. Ну и вот 96 года я сумершал працу в городку и тут. Ну, там уже все было отбудовано. Но тут пришлось все починать с нуля. Пляцовки не было, служить не было где. Вельми великую допомогу оказал кіраўнік господарки Николай Павлович и организации, и у будовлі. Дали лес, тут каля Заслав'я, треба було випілувати, треба було вивезти. Ну, а коли пілувати ще було з ким, а от техніки вивезти. А зима була вельми снежна, вельми великую допомогу оказал. Вот я еще раз хочу повториться, это Николай Павлович Пацейко. Он Дай был Бог, здесь генеральным директором коневодческого спортивного господарки. Хороший человек был. Супруга Наталья Ивановна. На сходе они вирішили допомогти. Так само пройшли по всьому поселку з віруючими і по збору грошей пособирали, хто кольки мог. Час був вельми складаний.
Ну, але вот потрошку. Ну, тут сами люди рту просили здесь приход организовать, построить храм. Это желание... Да, в Ратамских. Вот была такая Мария, женщинка старенькая, Марина, ну и другие. Ведаете, треба было собрать сход. Треба, как был святар, представник от епархии, вот был отец Сергий, зараз служит у Тарасова. Вот он первый сход провел организационный. Выбрали кіраўніцтва общины. Ну, вот драўляная прыгажосць і такія прыгажэнні ў ікон. Такі майстар, дзе вы яго знайшлі? Это все промысел Божий. Задумка у меня была, что вот этот храм будет драўляным, а побач збудаваць каменный храм. Ну, калі владыка асвячаў, он поглядел, что людей было маловато, он кажа, отец Александр, ці трэба будаваць другі храм каменный. Ну, я все равно селяўся побудаваць каменный храм. Но але зноў жа, я кажуць, як я куды не рыпнуся, а не было волі Божай. Ну, и оказалось, что для будніх недельных служб хапае, но на вялікія службы таких служб мало, тым больш, што побудаваны вот каплічка, павільён летні. Ну, а ўсё складалася па міласці зноў жа Божай, бачыце, вот іконы паглядзець, якія вялікія і шмат. Быў такі старэнькі дзядуля, і вот ён напісаў это ўсе вот іконкі. Владыка свяціў храм. Через некалькі дзён прайшло двое разьбароў. Показалі, што яны робяць. Аказваецца, яны робяць налічнікі на вокна. Ну, я паглядзеў, так, уявіў сабе, што якраз это будзе добра. Абмяркоўвалі эскізы. Ну і вот так вот, потрошку. Это зараз глядзіцца так, это добра. Раней былі такія фрагменты адзіночныя. Мне нават крытыкавалі, што ты робіць такое. Адна са старэйшых прыхажанак храма яго староста Антоніна Леонидовна Купрыенко. В 1997 году у меня погиб средний сын. Казалось, остановилась жизнь, и дыхание перекрылось. Мы ездили в Тарасово. А потом узнала от прихожан, что у нас в Ратамке организуется община и начинается строительство храма. Сначала в приспособленных помещениях службы пошли. Потом построили быстро как-то вот здание нашего храма. Сложновато вначале было отопление. Тут буржуечка такая стояла. На протяжении всего этого времени все время что-то строится. Казалось, уже все вот так вот красиво у нас тут сделано. Приходишь на службу, смотришь, что-то еще отец Александр придумал. Вы здесь живете в Ратамке? А ратамских много приходят сюда? Да, сейчас вот она расстраивается, много новых людей появляется, и много людей, которые знакомые наших прихожан, или бывает мимо проезжали, увидели храм по пути следования электрички. В общем, они остаются у нас в храме. Санаторий здесь у нас на Минском море. Отдыхающие группы собираются и на праздники приезжают с великим восторгом, отзываются о нашем храме. Как-то вот благодатно, радостно. Много времени приходится отдавать храму. У вас же семья, дом, заботы. Время, отданное Богу, оно окупается. Появляется какая-то энергия. Где-то быстрее повернешься, устраиваешь свой быт и время планируешь, что вот надо пойти не потому что надо, а потому что хочется. Душа требует этого. Вот как говорят, что дыхание для жизни тела, так вот молитва — это, наверное, дыхание души. Особенно когда в скорбях, печалях. Мы же вот долгое время жили, грешили, думали, что это мне так хочется, я так вот сделаю, да и все. А получается, что ничего ведь даром не проходит. Оно же отзывается. Мысли, слова, действия. И потом, когда что-то случается, ты думаешь, откуда, почему? Но по тихим молитвам нашего отца Александра приходит понимание, что накосячил ты конкретно по жизни. И слава тебе, Господи, что Господь еще вразумляет и дает отработать здесь, при жизни земной, свои грехи. Какие обязанности у вас, старосты? Помогаю отцу Александру, чего повелит. Организационные такие вопросы. Территория у нас большая, и много женщин добровольно трудятся по украшению. Ну и в храме. Вот, слава Богу, много желающих помочь. И отец Александр вдохновляет своим примером, своей жизнью. Никаких назиданий. Просто смотришь за человеком и понимаешь, что так вот надо. Шмат гадоў таму прыйшлі ў ратамскі петрапаўлаўскі храм 5 жанчын, пародненых ім, пра якіх расказвала Галіна Гаўрылаўна Рыдзеўская. Як склаўся іх лёс? Батюшка заложил семена духовного роста в нас всех. Шествуя по пути к Богу,
Каждая из нас, на мой взгляд, не теряла времени зазря. Где-то мы шли ровно, где-то спотыкались, где-то стояли на месте, но потом опять выравнивались, но всегда душой были вместе, молились, помогали друг другу, общались. Когда я вспоминаю нашу пятерку, начнем с Ирины. Она всегда отличалась кротостью, смирением. Она избрала путь иноческий. По благословению владыки Вениамина Ирина сейчас несет послушание благочинной монахини в женском монастыре Ксении Петербургской под Борисовым. Теперь она инокиния Ефросиния. Тамарочка и ее дочь Юленька – оптимисты по жизни. Тамара несколько лет принимала очень активное участие в устроении и проведении православных выставок. Тамара и Юленька очень часто организовывали паломнические поездки. И вот этот лозунг «Какое счастье уметь быть счастливым» во всем отвечает их поведению. Галина Михайлова до приезда в наш Аратомский храм не была воцерковлена, побыла на службе, познакомилась с батюшкой, стала его духовным чадом. Как она попала в храм? Врачи поставили диагноз – онкология. Последняя стадия. Галина у батюшки пособоровалась вскоре. Она еще раз приезжала на службы, на беседы. А когда ослабела через несколько лет, батюшка окормлял ее духовно дома. И так, по молитвам батюшки, Бог продлил ей жизнь еще 12 лет. Что касается меня, я постоянная прихожанка этого храма, а все прихожане как родные сестры, и я прихожу туда как в родной дом. Цікава, што отец Александр Міхейчык стаў святаром у даволі сталым узросце. Калі працаваў на заводзе, будаваў храм у гарадцы, а потым у Ратамцы. Аднак яшчэ школьнікам стаў і падыяканам у мінскім кафедральным свята-духавым саборы і павінен быў прыслужваць архірэю падчас набажэнства. Было тое ў 50-х гадах мінулага стагоддзя, калі беларускую царкву узначальваў мітрапаліт Пецерым. Таму отец Александр сведак гісторыі галоўнага храма краіны і яго адметных святароў. Ён паходзіць з сялянскай сям'і, у якой захоўваліся праваслаўныя традыцыі. Аднак паслухаем яго самога. Бацькі мае былі веруючыя. Старэйшы брат быў святаром, і он мяне і забраў з вёскі, а там закончыў 7гадовую школу. А дзе вы нарадзіліся? У бок Барысава. У лесе, такі вот хутар. 7 класаў закончыў. Ну, тады вот брат забраў сюды ў Мінск, тоже закончыў астатнія армію, потым інстытут. Правда, забраў ён мяне і быў тут у Мінску, у сабору падзякана Пецерыма. Я быў на працягу 4 гадоў. Пецерым быў з 50-го года. Вы памятаеце гісторыю кафедральнага сабора? Яго святароў цяжкі час служыў. І лёсы у них былі такія. Бараткевіч, отец Віталій, настоятелем быў кафедрального собора. Праводзіць ремонты собора. У той час, цяжкі час, бачачы вот іх руплівасць, свяшчэнства старого пакалення, которые прыйшлі вайну, савецкі час, і зноў жа засталіся, працавалі. І зараз у чым-то арыентыр вот на іх стыль працы. Мне пашчасліва пабыць пад кіраўніцтвам владыкі Леонція. Быў такі самародак з Беларусі і потым стаў архіепіскапам, мітрапалітам паўладарскім. Бачачы вот яго працу там далёка, почерк наш вот беларусаў, такі вот, знаете, вот якасны, разважлівы. Ну і другие. Поэтому все для наших людей, для уславления нашей отчины, Беларуси, нашей батьковщины. Но вы служили и подьяконом. Учился в 8 классе, в этот час был подьяконом, вот в школе учился. Ну, как в школе относились до гэтых? Спочатку, коли я перешел, так никто ж ничего не ведал. Одного раза у собора была спевка, а мы жили на колокольне, на 3-м поверсе, там с одного боку под крестом покой был, брат жил с семьей, и на другим жил человек. Ну, я так вот открыла дверь, а они тут внизу на 2-м поверсе спевка их была. А хор были спеваки с оперного театра, майстры. И было что послухать. Я отчинил двери,
Прилёг, адпачываю, слухаю, такі вот спеў. А наведала классная наставница. Поднялась по лесенке на самую колокольню. И она зашла, огляделась в комнате. Ну и тогда кажем, ну так что, это значит, да, ты в такой вот поповской среде живешь, а тут хор, такі спев, лежу, она заслухалась. Ну что, поговорили. Сказать, как преследовали, не хочу сказать этого. Ну, были такие, вы знаете, насмешки. Ну, а ви потім закончили семінari? Поступили, не закончив семінари. Час був такий, що... Закрили її, да? Да. Потім я вже працював на автозаводі, закончив інститут, пішов на конструкторську працю. Коли на ще руку положився, владика Філарет благословив, що потримайся, отець Олександр, на праці. От і тут так само тяжко було. Ну, видите, було цікаво. Тут же так само от, для будовлі треба, як був проєкт, а як проєкт був, треба, як були гроші, а гроші откуль було взяти. Собрали по людях, поэтому пришлось вот все будовать по своих эскизах. Ну, слава Богу, бачите, трималось. Ну, я так само вот рад, что так лёс склался, когда, допустим, был под диаконом. Люди были цікавые, профессионально и духовно такие, вот, знаете, высокие, значимые особы были. Ну, и на громадянской работе люди были добрые, цікавые, вот, от кого было поучиться. Ну, и головне, что это промысел Божий был. Я вот лежу вот по нашему храму, вы поглядите. Древнина, та ж церква, вот, древнина оказалась, так. Ну и пошло так вот. Иконочки, вот резьба. Только резьбу закончили, тут вот отопление пошло. Неспешно так вот. У нас печурка была 1,80 м высотой, такая буржуйка. Это лишится сколько дров. Солдаты память оставили. Зробили такую печку. Годы 4, мабуть, она у нас горела. И так горела интенсивно. Ви ще не скончили свої плани? Що ще досконалювати? Тут бачите, у храмі амаль уже все зроблено. Знаружи так само. Була пара, мама з дочулею. Мозаїку робили, вот иконочки. Вот и снаружи. Перше, що не зробили, тут иконочки 20-х праздников. Вот, Господских, Божьей Маси. Сама по себе праця уникальная. Такого ніде немає. Вот самородки. Казалось би, у канонізм яны не зовсім, може, і ув'язуються. Але ж судотворна ікона. Білоруські місцеві ж ми майстри робили. Та ж от різьба. А ось такі у вас старі криші є. І на виноградній лозі древляний лежить у Великій Пашані. Там часішка ще. Ну, це як обґрунтовано доказувати, треба письмове свідчення. Ну, а брат помер. Якое вот зараз може бути свідчення? Просто вот про його вот сталася його пам'ять. Крижик, кілька ікон залишилося. От його, так? Ну і пам'ять так само от його тим, що от... На шлях вас направив, так? Направив на шлях, да. У совєтський час був святар Ганіми, на одне місце попрацює там полгода, пішов там. Перемішали батюшок, як не засиживались они. Так, як не засиживались. Не собирали народ. Это вот я вот зараз служу на этом месте с 96-го года. Это ж бы кто дал свой час столько посидеть на одном месте. Як звали брата вашого? Отец Петр Михайлович. Он не только в Андреевич. соборе служил, але и в разных местах в Беларуси. Да, вот после Минска, после рукоположения Мазыры, Чечерску, шмат, где в яких местах он послужил, тяжкий был лёс. Православная святара в советский час. Ну, а с другого боку помогала выгортовываться. Это были все правдные, вот, Выпробованные уже. выгортованные святары. Были яны, есть у памяти, поэтому ориентир есть, слава Богу. Ну и наше керівництво, бачите, такое вот так само, глядеть, вот владика Філарет. Такий вот след оставлен на Беларуси, вот, где не храм, то його вставлення, вот тут як я. Вот. Завсюди я вот коли що-то робив, і так от думав, а от сподобається, вот це чи не сподобається. Вот. Владику Філарету, так? Да, зараз владика Павел. Вот я лічу, що достойний чоловік, то всі ми на своїй праці, всі ми служачи Богу, так само вот служимо людям, служимо своїй чині, вот своїй Білорусі. Шмат добрых слов мы пачулі ў той дзень ад прыхажан ратамскага храма. Вас как зовут? Николай. Живу в Минске, но на весь сезон я приезжаю на дачу, на велосипед сажусь и сюда еду. Стараюсь в любую погоду. Здесь очень тепло, уютно, очень дружеское, теплое отношение. Всех уже знаю, и меня уже знают. Восхищает это обилие икон, и чувствуется какая-то вот благодать здесь. Не зря люди сюда приходят молиться. Больш за 40 гадоў настаўнічала ў пачатковых класах ратамскай сярэдняй школы Ксенія Івановна Чабан. Цяпер яна не уяўляе жыцця без храма і лічыць айца Александра духоўным бацькам.
Я раньше не посещала церковь. Я педагог, и нас заставляли не верить. Вынуждены мы были быть атеистами. Потом я стала ездить в Заславль. Когда узнала, что у нас будет строиться церковь, я, конечно, сюда прошла. Сразу окунулась в какую-то теплоту. Невольно воцерковляет нас отец Александр. Он ничего не говорит, он тихий голос, но этот тихий голос так глубоко до сердца доходит. Нам Господь подарил этого батюшку. У него такая чуткая душа, что всегда зовет тебя сюда Господь. Я, например, сильно болею, мне скоро 80 лет. Отец Александр всегда идет навстречу. Он, когда приду, он назад знает, что мне же очень плохо после инсульта, дайте обратно. Узнает, кто едет в мою сторону, и он попросит, подвезите, пожалуйста. И меня подвозят совсем незнакомые люди. Высоко ценю это. Отец Александр организовал так, что мне вот Антонина приходит всегда с гостинцами. Сама испечет что-то, бежит мне. Вы хоть ели? И быстрее старается принести. Я говорю, да что вы, я же еще на ногах, более-менее хожу. А она сама изготовит, бежит, несет. А это гостиница от отца Александра. Это внимание, что было на простую прохожанку. Когда у нас будет Рождество, мы получаем подарки, и они все сделают своими ручками. Помню, я тот мешочек храню как реликвию. Этот мешочек полон гостинцев. Я уже говорю, да что вы, мы должны в церкви. Нет, мы для всех приготовили. Это сколько прихожан, и никого не пропустят. Дело не в подарке. Но как приятно, что такое внимание. Слава Господу Богу, что Он дал нам его. Тут же пустырь был. Он на пустыре построил эту церковь. Он сам ходил, когда надо было, она же деревянная, он тролливал лес. А это очень трудоемко. Это деревья, когда валят в лесу, а вытянуть их очень трудно. Он сам с мужиками работал. Потом, когда он не проведен был газ в церкви, он сам придет раньше всех, покуда придут прихожане, он уже истопит нам буржуйку. Мы приходим тепло. Если крестить, он старается, чтобы теплота для деток. И потому к нам часто горожане приезжают, венчаться приезжают, крестить сюда приезжают, Заславские приезжают к нам. Отцу Александру нижайший поклон. Он такой внимательный. Супруга его Надежда такая. И слабому помогут, и здоровому помогут, и на пути истины поставят. Я думаю, что я выражаю мысль не только свою, а всех ратамчан. Душа тут поет, когда придешь, в любое время подойдешь к нему, спросишь любой вопрос, он ответит. Он же разговаривает на чистой белорусской мове. А что значит почуть родную матчину мову? Спасибо, что вы обратили внимание на нашу церковь. Посмотрите, какая красивая церковь. А цветочку сколько, а ведь все это женщинки наши. Но планирует все отец Александр. Программа «Святло души» была присвячена памяти гонорового настоятеля прихода храма святых апостолов Петра и Павла у Ратамцы протоиерея Александра Михейчика.